Золотая осень на ВДНХ. Масштабная выставка собрала в столице представителей более 200 сельхозпредприятий. Продукцию из Ингушетии оценил Дмитрий Медведев. Одеться не успели, просто одеяло накинули. Я только успела детей вывести. В Далаково выясняют причины пожара в частном доме. В результате ЧП собственного жилья лишилась многодетная семья. Это наша общая консолидация, это наша солидарность, объединение. ВИЧ-инфекции угрожают стране. Темпы распространения вируса растут. В Ингушетии принимают меры. Врачи проводят профилактические беседы с молодежью. Когда я перехожу дорогу, я смотрю лево-право, нажимаю кнопку и перехожу дорогу осторожно. Находясь в зоне повышенной аварийности, не забывайте правила дорожного движения. Акция «Зебра» прошла в школе Насыркорта. Общение с людьми кажется тебе в тягость, тебе хочется скорее смотреть моменты, увидеть красоту, увидеть образы, лица. Эмоции людей и разнообразие природы в объективе фотокамеры. В музее ИЗО состоялась выставка ингушского фотографа. С экспозицией ознакомился наш корреспондент. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости-24». В студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. Владимир Путин принял участие в пленарном заседании «Энергия для глобального роста», прошедшего в рамках первого международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики. Глобальная энергетическая повестка, основные направления отраслей ТЭК, существующие вызовы в энергетической сфере. Эти вопросы обсудили представители крупнейших международных энергетических компаний и организаций, ведущие мировые эксперты. На форуме присутствовал глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Участники встречи вели острые дискуссии о том, каким будет энергобаланс 21 века. Большинство все-таки сходится в том, что ведущую роль в этом сближении 25 лет будут играть углеводороды, особенно в условиях, когда ряд стран добровольно ограничивает развитие атомной генерации. Вместе с тем следует ожидать роста межтопливной конкуренции, прежде всего традиционных и новых источников энергии. Сегодня практически все развитые страны взяли курс на развитие чистой энергетики, в том числе возобновляемых источников. В Москве на обновленных площадках ВДНХ открылась российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Ингушетия представила посетителям широкий ассортимент сельхозпродукции. Овощи, фрукты, пчелиный мед, мясомолочная продукция. Стенд Ингушетии на выставке посетил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Юнусбек Евкуров рассказал примеру о реализации крупных инвестиционных проектов по производству мяса индейки, созданию садов интенсивного типа. Стенд Ингушетии разнообразный, дает каждому посетителю объективное представление о направлениях развития АПК, видах запускаемой продукции. В главном аграрном форуме страны принимают участие порядка 200 сельхозпредприятий, в том числе 5 государственных. Выставка «Золотая осень» является главным аграрным форумом страны на протяжении более 18 лет, став по оценке экспертов преемником всесоюзной сельхозвыставки. За слова нужно отвечать, даже если это комментарии, оставленные в социальных сетях. В современном мире вычислить данные пользователей интернета не составляет труда, но мало кто об этом задумывается, когда делится мнением под публикациями. Молодой человек из Сагапши, комментируя одну из статей в интернете, тоже не думал, что окажется в Совете Безопасности. С ним провели профилактическую беседу и предупредили, каким последствиям могут привести подобные комментарии. Материал Руслана Албагачива. Найти горе-писателя не составило труда, им оказался 23-летний житель сельского поселения Сагапши Магомед Медов. Молодой человек оставил свой отзыв и свое мнение некорректными словами в адрес представителей власти, где в своих высказываниях негативно настраивает других против власти и нецензурно высказывается в отношении секретаря Совбеза Ингушетии. حاجة خاصة أوشي مسك وأوشي سيلهم بوق بيا الله رسوا شواعر وحها توشينا وحتى واعر واعتي سنا خوي حين والله عشية وسقي دوات عشية يوريس ممكن يلي شنتاج حي اللي بنا حلو سكي إيش حد بيخلي يبوق بيدي
أشر على جنا حقيقة أنت ده هي كاشو كا فتيت وقول أش ملتي غاش حلو أنا حلو قوي دوست بير عادو تكنولوجيا حلو وقتش عشتي غلط. В Совбезе с молодым человеком провели профилактическую беседу и напомнили, что за клевету и поступки, порочащие честь и достоинство других, грозит уголовная ответственность. Согласно статье 130 Уголовного кодекса, за оскорбление личности, устное или в письменном виде, могут возбудить уголовное дело, если, конечно, потерпевший подаст заявление. Магомеду уже 23, а значит полностью попадает под статью. Нагасы, мы согу, а мы что? Мало согу принципе, вот нагасы на этом уровне есть, мы сделаем, они себя хотят, хамди, мало лохают уже, когда ты уга, а я хочу хам году вот. Ваш дер фадер, 20 атти, на порзабах, на хеспор. Поэтому все, что вы говорите, надо определенно иметь значение, и обязательно надо знать и отвечать за свои слова. Свое мнение о поступке молодого человека высказал и глава администрации села. وقا شماش كمان ترشت إجلور شمشت همنا دا يندر أمالي هدوسف سيادة إجمو هماجي تقنا سون سنة يزدو آخر يزد شيء بقول ياش سون يزدالم سيرت سسر ناسيا ياش تقنا بتشا على سوي بزالات هماجي نيسلات يزد شيء سوقا هذا تقنا آخر سددو أمال بيختلوكم يقولوا بينا أشوف بيها ده وش ما نديرو. На этот раз молодой человек отделался лишь профилактической беседой. Свою вину он осознал и раскаялся в содеянном. Руслан Албагачиев, Адам Далаков, Новости 24. ЧП произошло в Далаково. Там сгорел частный дом, что послужило причиной возгорания, выясняют сотрудники МЧС. Но уже ясно одно, что мать-одиночка и ее 7 детей лишились собственного жилья. Благо, никто из членов семьи не пострадал. Репортаж нашего корреспондента. Обгоревшие стены, куча золы и сажи. Вот что осталось от целого дома. Осматривая все это, Роза Долгиева до сих пор не может поверить, что все накопленное годами и непосильным трудом в одночасье превратилось в пепел. Оставшись без мужа, она сама воспитывает 7 детей. Жить только начали, говорит она, а тут такое. Проснулась я от шума, как будто кто-то воду открыл из крана, как будто вода шла. Проснулась, подошла сюда, свет... Подумала, свет от машины. Подошла поближе, а там вовсю огонь. Зал горит. Все произошло утром понедельника в 4 утра. Огонь уничтожил практически все имущество. Стихия разыгралась такой силой, что потушить своими силами просто не представлялось возможным. Мысли вытащить и спасти хотя бы что-то даже не возникло, рассказывает Роза. Повезло, что сами успели спастись. Просто не успевали, даже одеться не успели, просто одеяло накинули. Я только успела детей вывести. Пожарные расчеты на место возгорания приехали уже минут через 10, сработали оперативно. Но этого короткого промежутка времени хватило, чтобы от дома остались одни стены. Риск, что пожар вспыхнет снова, существует и сейчас. Тлеющие остатки строения то и дело воспламеняются, образуя новые очаги возгорания. Здесь хозяева справиться уже пытаются своими силами. Местные власти обещают, постараются оказать погорельцам посильную помощь в восстановлении дома. Глава администрации также обращается к местным жителям с просьбой не оставаться в стороне к чужой беде. По своим возможностям мы постараемся помочь этой семье. И также я обращаюсь к своим односельчанам, чтобы они тоже активно приняли участие в благотворительности этого дома, чтобы они могли этим детям-сиротам, чтобы могли помочь. Семью приютили родственники, а пока дом не будет восстановлен, Долгиевы собираются переехать в эту небольшую пристройку во дворе. Но сперва здесь необходим капитальный ремонт. Условия оставляют желать лучшего. Потрескавшиеся стены, продуваемые со всех сторон окна, а вместо пола и вовсе только бетон. Мы планировали этот дом снести, а сейчас придется его отремонтировать
любыми способами, любыми средствами. Он находится в очень плохом состоянии, но тем не менее придется его отремонтировать. С наступлением холодов статистика пожаров вновь растет. Причины не удивляют. Нарушение правил пожарной безопасности, неисправность газового оборудования и электропроводки. Долгиевых утешает одно, что никто не пострадал. Семья надеется, что в скором времени они смогут восстановить дом и зажить как прежде. Жарайдат Халухоева, Рамзан Зурабов, Новости 24. Еще одна семья из села Инарки накануне осталась без крыши над головой. ЧП на камеру мобильного телефона заснял один из очевидцев. Огонь в считанные минуты охватил щитовой домик семьи Картоевых и пристройку. Спасти часть имущества, личные вещи и документы хозяевам дома помогли случайные прохожие, которые оказались на месте пожара раньше всех. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал перегрев отопительного котла. Это уже третий случай пожара в частном секторе с начала недели. Во время всех этих ЧП огнеборцы сработали оперативно. Кстати, они в числе тех, кто сегодня отмечает 85-летие со дня образования службы гражданской обороны России. Общая группировка сил ведомства – это больше миллиона человек, стоящих на страже безопасности жителей страны. Гражданская оборона обеспечивает безопасность государства и защищает население от рисков и угроз природных катаклизмов и техногенных аварий. Именно 4 октября и стартует месячник безопасности, в рамках которого в регионах будут проходить дни открытых дверей в пожарно-спасательных подразделениях МЧС. В Ингушетии республиканские и муниципальные органы власти в ближайшие 3 дня будут участвовать в командных учениях, проверять готовность органов управления и сил гражданской обороны к практическим действиям по ликвидации ЧС. Такие учения проводятся ежегодно. О деятельности налоговой службы в Ингушетии говорили на межрегиональном форуме, прошедшем в Ингушском госуниверситете. Его участники стали студенты, обучающиеся на соответствующих факультетах. Они узнали, как зарождалась налоговая система в регионе и каковы ее показатели на сегодняшний день. Индира Макиева продолжит. Деньги помогают жить, а налоги развиваться. С этих слов открывает конференцию ректор НГУ. Налоговая служба это мероприятие не зря подготовила совместно с университетом. Ведь именно из этих стен выпускаются квалифицированные специалисты, от которых в основном и зависит, какая государственная политика налогообложения будет действовать в регионе. Живое общение и контакты со структурами, которые реализуют государственную политику по финансово-экономическому блоку на практике, для нас крайне необходимо и полезно. Это позволяет нам определять основные навыки и компетенции, необходимые для наших выпускников, вносить соответствующие изменения в соответствующие планы и программу подготовки, тем самым повышать качество подготовки наших выпускников. Региональной налоговой службе в этом году, как и самой республике, исполняется 25 лет. Как отметил зампред правительства Мухарбек Дикажев, ведомство с самого начала показало свою работоспособность и ответственность в условиях только образующегося нового региона. Налоговая служба сумела быстро сформировать основную доходную часть республики. Налоговые органы начали свою деятельность в год основания республики, организовали учет налогоплательщиков на должном уровне и формировали доходную часть бюджета республики за счет сбора налогов. Сегодняшняя площадка является отличной возможностью для плодотворного диалога представителей власти и научного сообщества, где каждый может высказаться, внести свои предложения в целях совершенствования налоговой политики. Саму идею провести подобную конференцию вместе со студентами оценил руководитель межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по СКФО, который отметил, что налоговой службе нужны новые специалисты и свежий взгляд на работу. Хочу сказать, что совсем недавно мы были с ревизией здесь и отметили достаточно высокий уровень работы коллег. И мы прекрасно понимаем, что должно происходить регулярное обновление коллектива, состава команды. Поэтому здесь очень важна налоговая грамотность, налоговая культура. И я надеюсь, что вот сегодня мы проводим это мероприятие в стенах Ингушского государственного университета. Очень важно, чтобы подходила молодая смена, новая, потому что для нас очень важно обновление. Небольшой экскурс в историю создания региональной налоговой службы провел и руководитель, подчеркнув, что ведомство в самом начале столкнулось с большими сложностями, когда не было даже речи об экономике и налоговой политике. Вся система налогообложения строилась буквально с нуля, а сегодняшние показатели – плоды четвертьвековой кропотливой работы. Налоговая служба одной из первых опубликовала в открытом формате данные, которые использовались налоговиками для отбора объектов с целью проведения контрольных
являются внедряемые всевозможные информационные ресурсы, участие во всевозможных совещаниях, выставках, конференциях, форумах, включая и сегодняшний. Сегодня система ФНС прозрачна и открыта, поэтому по сравнению с 90-ми годами вести бизнес намного легче. Об этом рассказал ингушский омбудсмен, а депутат Народного собрания Магомед Тибоев отметил, что благодаря ведению грамотной работы службы в прошлом году налоговые поступления превысили 100 миллионов рублей. Внедрение контрольно-кассовой техники в Народном собрании проходили бурные дебаты по этому вопросу. Были многочисленные предложения от других субъектов законодательной инициативы. Были с других субъектов Российской Федерации предложения отменить, отсрочить внедрение контрольно-кассовой техники. Но мы, благодаря совместным действиям с налоговой службой Республики Ингушетия, с другими органами власти, пришли к выводу, что внедрение контрольно-кассовой техники на территории Республики Ингушетия приведет к увеличению доходной базы. Наша налоговая служба сделала просто колоссальный рывок вперед. Сейчас, как подчеркнул руководитель налоговой службы Республики Ингушетия, нет ненужных визитов, они эффективны. Одной этой пленарной дискуссией конференция не завершается. В программу мероприятия также вошли круглый стол, на котором участники обсудили современные проблемы налогообложения и межрегиональная студенческая олимпиада. Индира Манкива, Рахман Цуров, Новости 24. Развитие защиты прав человека с курса лекций на эту тему стартовала осенне-зимняя сессия школы правовых компетенций. Занятия проходят в стенах культурно-просветительского центра «Эсдел». Проект уже второй год реализует Ингушское региональное отделение юристов России совместно с экспертным клубом «Кавказ-Про» и просветительским центром «Эсдел». Программа направлена на развитие правовых компетенций жителей по защите своих прав, свобод и интересов. На первом вебинаре сессии говорили о правах предпринимателей в сфере госконтроля. С начала запуска программа стала помощником для многих начинающих бизнесменов в решении юридических проблем. Этот проект задуман с тем, чтобы мы могли вовлечь в него максимальное число или представителей разных социальных групп, разных слоев населения. И с тем, чтобы этим людям, тем, кто будет участвовать в проекте, дать знания, умения и навыки того, как действовать в той или иной ситуации, именно правовыми средствами. Как защищать свои права и свободы, как, например, добиться или оспаривать незаконные действия, если они совершаются в отношении соответствующего гражданина или организации. По сути, этот проект, как и многие другие наши проекты, он подчинен нашей общей цели Ассоциации юристов. Это цель повышения правовой культуры населения и правовое просвещение. 152 года назад в этот день родился один из выдающихся сынов ингушского народа – Сасламбек Бекбузаров, генерал-майор русской армии. Он добился большого успеха во время Первой мировой войны. Февральскую революцию 1917 года генерал застал в Петрограде. Он командовал 19-й пехотной дивизией. Материалы о военных достижениях Сасламбека Бекбузарова хранятся в музеях, а односельчане возвели ему памятник. Слово Амине Боковой. Один из 5 ингушских генералов российской царской армии Сасламбек Бекбузаров родился 4 октября 1865 года в селении Кескем Назрановского округа Терской области в простой крестьянской семье. В 1883 году, как и многие известные военные того времени, закончил Владикавказское реальное училище, а спустя 2 года поступил в Киевское юнкерское пехотное училище, по окончанию которого в чине прапорщика начал свою военную службу в 45-м Днепропетровском пехотном полку. После нескольких лет безупречной военной службы в 1887 году его производят в чин подпоручика. В течение последующих 10 лет Сасламбек начал стремительно подниматься вверх по карьерной лестнице. В 1906 году он был уже капитаном и командиром пулеметной роты. Первая мировая война значительно отразилась на военном пути Сасламбека. Одна награда за другой буквально сыпались на него. За мужество и храбрость, многократно проявленные в боях на австро-германском фронте, был награжден высокими наградами российского офицерства, георгиевским оружием с надписью «За храбрость» и орденом Святого Георгия 4-й степени. В 1916 году его полк участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве. За проявленную храбрость высочайшим императорским приказом полковник Бекбузаров был награжден георгиевским оружием и произведен в чин генерал-майора. Февральскую революцию 1917 года генерал застал в Петрограде в должности командира 19-й пехотной дивизии.
В 1917 году Сасланбек Сусуркоевич подает в отставку и возвращается в Ингушетию. С октября 1919 по март 1920 года он занимал ряд ответственных должностей, был в составе военной администрации добровольческой армии генерала Деникина. В октябре 1919 года его назначают правителем Ингушетии. На своем посту он находился до марта 1920 года, вплоть до подхода частей Красной армии. С отступавшими белогвардейскими частями он не ушел, а сдал правление вышедшему из подполья Ингушскому революционному комитету, председателем которого был Эглау Чебиев. Позже в своих заметках Сасланбек писал: «При сложившихся обстоятельствах я старался в меру моих сил и возможностей помочь своему народу». После установления советской власти генерал-майор вернулся во Владикавказ. В 1929 году он оставил работу и переехал в родное село. Вскоре по ложному обвинению в связях с восставшими против советской власти жителями соседнего Кабардинского села его арестовали и приговорили к ссылке сроком на 3 года. И по дороге в Карелию он скончался. И зимой 1930 года был похоронен в Мурманске. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1981 года генерал-майор Российской императорской армии был реабилитирован посмертно. И указом президента Республики Ингушетия от 2004 года Бекбузаров Сасланбек Сусуркоевич был награжден орденом за заслуги. Это высший орден, высшая награда Республики Ингушетия. 24 июля 2004 года в селении Нарки был открыт памятник генерал-майору Сасланбеку Бекбузарову. Память о выдающемся генерале увековечена не только в нашей республике. Он стал прототипом офицера Бек Агамалова в известной повести Александра Куприна «Поединок», с которым Сасланбек Бекбузаров когда-то служил в одном полку. Амина Бокова, Рамзан Зурабов, Новости 24. ВИЧ-инфекция в России стремительно распространяется, об этом свидетельствует статистика. Страна занимает одно из первых мест в мире по количеству зараженных этим вирусом. В Ингушетии с начала года инфицированных стало больше на 50 человек. Об этом и о том, как уберечь себя от этой страшной болезни, говорилось на встрече врачей Республиканского центра по борьбе со СПИДом со студентами одного из СУЗов республики. Лейла Гайсанова продолжит тему. Открыто говорить о проблеме ВИЧ-инфекции для молодежи до сих пор непривычно, но именно лекции и тренинги – самое эффективное средство в борьбе с распространением смертельного заболевания, уверены организаторы этой встречи. Только в такой форме можно найти проблемы в знаниях и развеять мифы о ВИЧ. Нам нужна здоровая нация, чтобы люди сегодня здоровые, завтра не могли заразиться вот этой чумой 20 века. Все-таки на сегодняшний день вот эта чума унесла 40 миллионов человек. Это равнозначно Второй мировой войне. Сделать акцент на том, что идет распространение ВИЧ-инфекции, что неуклонным ростом не только у нас в Ингушетии и в целом Российской Федерации отмечается стабильный рост и распространение данного вируса. И это наша общая консолидация, это наша солидарность, объединение. Почему? Потому что силами медицины и здравоохранения или же нашего центра мы не осилим эту проблему. Сейчас проблема вируса иммунодефицита человека стоит очень остро. Только в нашей республике зарегистрировано более 1000 заболевших СПИДом. Треть из них женщины, остальные мужчины. Но официальную цифру можно смело умножать на 3. Далеко не каждый носитель страшного вируса подозревает о своей болезни. Многие женщины узнают о своем диагнозе только когда становятся на учет по беременности. На территории Республики Ингушетия зарегистрировано 1134 ВИЧ-инфицированных. Эта информация поступает к нам, естественно, из нашей лаборатории, потому что наша лаборатория является референсной на территории Республики Ингушетия. На сегодняшний день вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции на территории республики нет. То есть мы назначаем терапию, мы отслеживаем беременных, мы ведем их за руку, и таким образом наши беременные ВИЧ-инфицированные, конечно же, на сегодняшний день рожают здоровых деток. На сегодня СПИД неизлечим, и единственный способ уберечь себя – профилактика. Чтобы защитить себя от заражения, достаточно вести правильный образ жизни. Благодаря сегодняшнему мероприятию мы узнали пути передачи, многое о СПИДе. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились чаще и желательно в колледжах, университетах, в школах. В
В республике нередко заключаются браки, когда один из будущих супругов скрывает свой диагноз. По закону это уголовно наказуемо. Человеку, намеренно заразившему другого ВИЧ, грозит до 8 лет лишения свободы. Не так давно власти республики обсуждали возможность обязать желающих вступить в брак проходить медицинское обследование. Сегодня этот вопрос поднимают вновь, но только уже молодые люди. Для каждого мужчины и женщины желательно пройти обследование на ВИЧ, чтобы женщина знала, за кого она вышла замуж, чтобы не было разводов, для дальнейшего благополучия их семейной жизни. Сегодня очень много людей не знают, болеют они СПИДом или нет, и они понимают таких людей. Было бы лучше, если они в лишний раз пошли в больницу и сдали свои анализы, и тем самым защитили бы себя и своих близких. О СПИДе и о том, какую угрозу существованию человечества несет эта глобальная эпидемия, сегодня говорят во всем мире. Можно только вспоминать и оплакивать тех, кого уже погубил этот вирус. Можно долго и громко говорить о масштабах трагедии и о том, что это чума 20-го, а теперь уже и 21 века. Но совершенно очевидно, что для решения проблемы необходима совместная систематическая работа медицинских учреждений, духовенства и общества. Участники мероприятия надели вот такие вот красные ленты. Это международный символ солидарности с ВИЧ-инфицированными людьми, которые живут среди нас. Мы можем свободно контактировать, работать, дружить. Общение с людьми, которые живут с ВИЧ, абсолютно безопасно. Лейла Гайсанова, Адам Далаков. Новости 24. Ровно 60 лет назад, в 1957 году, был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Советскому космическому аппарату было дано название «Спутник-1». Запуск был осуществлен с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР, сейчас больше известным как Байконур. 4 октября ежегодно отмечается как День космических войск. К этому событию был приурочен фильм «Салют-7», повествующий о космонавтах Владимире Джанибекове и Викторе Сафинах. Они в 1985 году спасли терпящую бедствие аварийную космическую станцию, состыковав ее впервые в истории с неуправляемой станцией. Еще один интересный факт. С Земли в это время космонавтам посильную помощь оказывали несколько десятков человек, в числе которых были и 4 наших земляка. Зная правила дорожного движения, со школьной скамьи учащиеся общеобразовательного заведения Насыр-Корта участвовали в акции «Зебра». Школа эта выбрана не случайно, она находится в зоне повышенной аварийности. Слово нашему корреспонденту. В руках дорожные знаки и плакаты с призывом к водителям. Эта картина на федеральной трассе встречает многих автолюбителей. Так у школьников проходит неплановый урок ОБЖ. Только вместо учителей инспекторы ГИБДД, которые первым делом подробно разъясняют ребятам, как правильно переходить дорогу. Махмуд Кадзоев запомнил тему сегодняшнего урока, выучил на зубок. Когда я перехожу дорогу, я смотрю лево-право, нажимаю кнопку и перехожу дорогу осторожно. Профилактическая акция проходит сразу в нескольких районах республики. И не зря. Статистика за один только последний месяц не утешает. 4 аварии, причем с участием детей. Старт акции дают здесь, так как 6-я школа расположена вблизи федеральной трассы. Очередное ДТП тут произошло совсем недавно, которое унесло жизнь ребенка. После этого ответственные структуры приняли меры, установили светофор. Здесь есть данный светофор, который переключается вручную. Мы сегодня с детьми повторили еще раз, закрепили знания, и знают они или нет, как ним пользоваться, как нужно переходить дорогу, и, конечно же, как нельзя этого делать. Ребята с нами прошлись по маршруту их пути, показали, как они себя ведут на дороге и какие ситуации с ними сталкиваются. Дорога – источник повышенной опасности, тем более для детей непосед. Это понимают и в школе, где занятиям по безопасности на дорогах уделяют огромное значение. И на прошлой неделе у нас проходила неделя безопасности. Мы провели беседы, классные часы, мероприятия, посвященные правилам дорожного движения, что все-таки разъяснили им такие правила, что школьник является пешеходом. Переходим только на зеленый цвет светофора, пешеходный, только на пешеходном. Впрочем, как считают многие, эти меры далеко не эффективны, потому нужно предпринять дополнительные. Они видят школы, дети, светофор согласный, вот сюда надо поставить пост ДПС. Акция по региону охватит именно те районы, где аварийность и детский травматизм особенно высоки. Это в основном Назрановский и Сунжинский. Ну а следующий такой профилактический урок с детьми пройдет уже в Плиево. Дана Плиева, Рамзан Зурабов, Новости 24.
К 24 годам лишения свободы приговорили Артура Бекбулатова, который снимал на видео убийство дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова. Такое решение принял Северокавказский окружной военный суд. Отметим, что обвинение требовало для Бекбулатова пожизненного заключения, а защита просила строго не наказывать. Напомню, Бекбулатов 10 июля прошлого года вместе с другими бандитами возле дагестанского села Сергакала напал на 5 отдыхающих. 2 из них преступники застрелили. Среди них был полицейский Магомед Нурбагандов и его брат Абдурашид. По версии следствия, мотивом для убийства была профессиональная деятельность жертв. Убийство Магомеда Нурбагандова снимали на видео, заставляя сказать на камеру, чтобы его близкие покинули ряды правоохранительных органов. Однако он заявил: «Работайте, братья», после чего был убит. Нурбагандову присвоено посмертно звание Героя России. Брат Магомеда Абдурашид был также посмертно награжден Орденом Мужества. «Жизнь как чудо принимай». По таким лозунгам живет фотограф Роза Даурбекова, которая любит смотреть на мир через призму фотокамеры. Эмоции людей, разнообразие природы – все это запечатлено на работах фотографа. Снимки Роза представила на выставке в Музее изобразительных искусств. Ее посетила моя коллега Мария Местоева. Каждую творческую личность, кто всем сердцем любит свое дело, рано или поздно одолевает желание поделиться своим видением с миром. Вот и Роза Даурбекова, посвятившая практически всю жизнь фотографии, наконец решилась на первую выставку. Фотокамеру в руки она впервые взяла еще в школьные годы. С тех пор, как мне брат подарил фотоаппарат, а у нас была учительница, которая вела у нас фотокружок, Фаргиева Елизавета Абукаровна, я ей очень благодарна. А зам фотографии, они меня выучили. Вот брат научил печатать, она научила фотографировать. Вот цифровая фотография тогда была, не было, а была катушечной, помните? Вот это черно-белый вариант. Ну, снимали, проявляли сами тогда. Заснеженные горы, багровый закат и эмоции на лицах. Одним направлением и стилем фотограф себя не ограничивает. Роза Даурбекова не гонится за очевидной красотой. Фотограф запечатлевает только те моменты, которые, на ее взгляд, кажутся ей радостными, счастливыми и красивыми. Например, дети, играющие на фортепиано. Или декоративно-прикладная выставка «Ночь в музее». Или ребята, прыгающие через костер. Безоговорочная любовь к своему делу и свое видение выводит ее на первое место среди молодых коллег по цеху. Заниматься фотографией в нашем регионе стало популярным совсем недавно, а Розу по праву можно назвать первым фотографом-женщиной. Из всего многообразия снимков свой любимый назвать она не может. Портретные фотографии делают чаще детей и стариков, а вдохновляют фотографа природа и пернатые обитатели региона. Я люблю снимать птиц, они очень интересны. Раньше мне казалось, что птица – это только одна птица, воробей в нашем представлении. Но когда начала снимать, мне интересно было узнать, что за птица. И вообще много узнала, как орнитолог уже теперь могу о разных птицах говорить много. И зимородок, и малый зуёк, и большой улит. Что у нас такие птицы есть, я даже не знала. Роза не только подмечает особенные моменты, но и пишет стихи для различных исполнителей, как нашей эстрады, так и российской. Роза увлекается рукоделием, создавая произведения искусства из бумаги, бисера, кожи и ниток, а ее сказки публикуют в детском журнале «Селаат». Она вот до этого дойдет, конечно, мы тогда не верили. Фотографировали. Но все фотографии детские, вот в памяти уже у нас есть, а то бы не было бы. Тогда трудно было, это надо было специально поехать и сфотографировать. Она вообще талантливый человек, она стихи пишет. На ее стихи очень много песен. Первый день выставки, всего 20 минут после открытия, а зал уже полон гостей и посетителей. Здесь не только творческая интеллигенция региона, но и люди разных профессий и возрастов, которые, созерцая прекрасное, находят внутреннее успокоение и отдыхают от повседневных забот. Выставка в юношеском периоде природа охватит фотографу. تصدق غزلة وكهار صرت حاجة ديك تشد وصير حدا قدو غزة قدوش دو حم حغزة دو قدوش حدا قدو قدوش تصدق توم بوش خف момент школы. Не смогла оставить без внимания экспозицию и Марет Газдиева, которая вручила автору работ благодарность от министерства. Талант Розы Даурбековой завоюет еще ни одного ценителя прекрасного, считает министр. Я сегодня приятно удивлена, я вообще на самом деле не ожидала.
что это будет настолько зрелищно, настолько интересно, настолько красиво и настолько увлекательно, что вот общение с людьми кажется тебе в тягость, тебе хочется скорее смотреть моменты, увидеть красоту, увидеть образы, лица ингушских людей, стариков, детей. В общем, эмоции меня переполняют. Уникальные фотографии, которые останутся на века и которые можно будет, из которых можно будет делать какие-то замечательные выставки и вывозить в качестве презентации нашего замечательного края. Каждая фотография автора отличается своей живостью, только настоящие эмоции и только искренние улыбки. С природой Роза Даурбекова на «ты», потому ей и удается запечатлеть на снимках разных животных. Причем почти все в семье Даурбековых творческие люди. Ее брат и сестра – именитые художники. Сотрудники музея уверены, что это только начало большого творческого пути фотографа. Признание и известность еще впереди, а эта выставка точно не последняя. Творческую семью Даурбековых мы знаем давно. Плотно работаем с ними. Работы Даурбековых, Башира, Ашат, Роза – это визитная карточка всех наших выставок. И внутримузейных, и выездных выставок. Поэтому договориться было несложно. Во время выставки и торжественной части фотограф также не перестает снимать. Эмоции радости, восторга, гордости. Через маленькое стеклышко объектива Роза Даурбекова видит мир полный красок, многогранность которого она еще не раз запечатлит. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24. Это были все новости на сегодня. Увидимся завтра в 21 час. Всего доброго.